Глава Ингушетии сегодня провел первую пресс-конференцию для представителей региональных и федеральных СМИ. Депутаты Народного собрания сегодня открыли весенне-летнюю сессию. Подробности в выпуске. Установили новый трансформатор. В селении Сагапши наладили подачу электроэнергии. Хочешь – бери. Денежку оставишь вот здесь. Торговля на совесть в нашем выпуске. Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей в 10 весовых категориях прошел в Малгобеке. Здравствуйте, это новости 24. Сегодня на нашей телекомпании прошла пресс-конференция главы Ингушетии. Разговор с журналистами был открытым и честным. Махмуда Али Калиматова спрашивали об отставке регионального правительства. Затронули вопросы коррупции, установления границ и соблюдения норм закона о реабилитации репрессированных народов. Не обошли стороной и аграрный сектор региона, затрагивали вопросы о сохранении культурного наследия, ингушского языка и не только. Рина Цичуева обо всем по порядку. Это была первая пресс-конференция главы республики Махмуда Али Калиматова. Она продлилась почти 3 часа. За это время в зале прозвучали больше 30 вопросов. Давайте вспомним самые актуальные и острые из них. Первый вопрос и первый ответ руководителя субъекта Махмуда Али Калиматова спрашивают о работе по оптимизации правительственного корпуса. В республике немало приглашенных специалистов, которые никогда не жили в регионе. Связано ли это с нехваткой специализированных кадров? Журналист Национального интересуется еще одним важным решением, принятым главой совсем недавно. 27 января произошла отставка правительства уже со второго состава. И интересно, чем это было продиктовано. Каждый человек набирает свою команду. Это естественно. Второе. Мне некогда было разбираться уровнем тех или иных способностей руководителей, которые работали. Некогда было. Я говорю откровенно. Были люди, которых я знаю 30 лет, 35 лет. Вот. Я знаю, кто они, кем они работали. И сегодняшний исполняющий обязанности, это более 30 лет, он работал первым заместителем мэра города по финансам, а у нас финансы поют романсы. Поэтому было предложение такое, что я как глава посчитал, и что будет полезно для республики, и разобраться. Самое, что я вижу, наблюдал, говорят все правильно, а в суть разбираешься, совершенно другое видишь. Поэтому это первое. Второе, они все назначаются от 3 до 6 месяцев. Я им ставил задачу, если они не справятся, кто бы это ни был, то они пойдут в отставку. Были такие моменты, где я видел недоработку, и поэтому я распрощался и с Минэкономикой, я распрощался и с Минэкологией, потому что те задачи, понимаете, такая вот динамичная жизнь, у меня и у правительства нет времени. У нас есть такие застарелые такие проблемы, которые надо решать вчера уже, а приходится их сегодня и завтра решать, поэтому люди ведь не будут ждать, пока там раскачается правительство или министр какой-нибудь. Следующий вопрос связан с коррупцией. Главу субъекта журналисты спрашивают о коррупционных делах и как он намерен контролировать это зло в современном обществе. И вот эти все коррупционные проявления, я говорю честно, открыто тем людям, которые стараются нажиться на республике, на конкретном коллективе, на конкретной отрасли здравоохранения ли это, да, или образование. Я скажу, пока дал Ницуной должность сволочь, я буду искоренять это всеми силами, какие у меня только есть. Потому что это вред приносит конкретным людям.
Ингушетия – преимущественно аграрный регион. Сама природа располагает здесь вести и развивать сельское хозяйство. Следующий вопрос касается развития этого направления у нас в республике. Первоначальная, вот стартовая, если сказать, да, вот у нас первая как бы удобная дорожка – это вот сельское хозяйство. Вот оно у нас вот лежит. Если мы засучим рукава, вот, каждый в огород выйдет, бурьяны свои снесет и начнет там сажать редиску, морковку. Неважно, сколько она за копейки продается там. Но все-таки меня что удивило? У нас овощей мы производим в республике только 8%. 8%. Капусты 5%. Я удивился. У нас яиц нет. Куриных. По-моему, 11%, что ли, обеспечиваем себя. Все завозное. Все завозное. И в первую очередь я хотел бы сказать, что разговор серьезный с ГУПами, которые вольготно жили там, сельскохозяйственными, 8-10 центнеров у них с гектара. Это просто нечистоплотность поведения руководителей. И в этом плане мы сейчас решили вот что. Сейчас проводится ревизия всех земель. Они будут изыматься, кто не будет работать, или кто там придумывает работу якобы. Вот. И я вам говорю реально, каждый гектар земли, я сказал, должен быть. И сам буду ходить, смотреть по возможности везде. Глава региона отметил, что более 900 башен нужно внести в Государственный реестр памятников истории и культуры. Сегодня в таком реестре только 1000 башен. Помимо прочего, главу спрашивали о сохранении языка, популяризации книг на ингушском, развитии сельских территорий, о реализации национальных проектов и не только. Разговор Махмута Али Калиматова с журналистами был открытым и честным. Рина Цычоева, Новости 24. Сегодня в Народном собрании прошло открытие весенне-летней сессии. В работе заседания приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Ингушетия, представители администрации главы региона, правительства, прокуратуры, республиканских министерств и ведомств, руководители муниципальных советов районов и городов Ингушетии. На повестке дня несколько десятков законопроектов и законодательных инициатив президента России, правительства страны, федерального собрания. Репортаж Дианы Дударовой. Уважаемые коллеги, весенняя сессия Народного собрания Республики Ингушетия 2020 года объявляется открытой. С началом весенней сессии в зале парламента подчеркнули значимое событие этого года для каждого гражданина страны – послание президента России Федеральному собранию. Заместитель председателя парламента Асхаб Сукиев отметил, что проблемы, обозначенные в нем, актуальны и для нашего региона, а их решения от депутатов ждут избиратели. Депутатам предстоит рассмотреть и принять более 40 законопроектов, среди них как федеральные, так и республиканские проекты законов. Народные избранники настроены на насыщенную сессию. Открывая заседание, обозначили главные задачи, которые ставят перед собой: повышение уровня жизни, снижение бедности, улучшение жилищных условий и снижение безработицы. Важным аспектом ежедневной работы является конструктивное сотрудничество с главой и правительством республики. При этом, повторюсь, особое внимание необходимо уделять выработке совместных решений по социально значимым вопросам, связанным с социальной, образовательной сферой, с вопросами культуры и здравоохранения. То есть теми направлениями, которые напрямую касаются непосредственно повседневной жизни наших избирателей. 68-е заседание Народного собрания 6-го созыва начинается с предложения о внесении изменений в закон о формировании органов местного самоуправления в Ингушетии. Как следует из правовой позиции Конституционного суда РФ, нормативный и реальный срок полномочий выборных органов может не совпадать, в том числе в случае досрочного прекращения их полномочий. Так, в соответствии с республиканским законом, срок должностных полномочий главы местного самоуправления не может быть менее 2 и более 5 лет. Такая норма нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, так как в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, ранее избранного на эту должность на 4 года, срок вновь избранного будет меньше указанного, вследствие чего претенденты на эту должность ставятся в неравное положение. Просидел в этой должности год, ушел досрочно в отставку.
Представительный орган, то есть райсовет или муниципальный совет, они, соответственно, избирают новую главу. То есть остается 3 года окончания срока представительного органа. И, соответственно, глава только 3 года может только находиться в должности, и все. А если его избираете, до конца срока полномочий районного совета? До конца срока, да, и все. Принятие этого законопроекта будет способствовать устранению существующей на сегодняшний день правовой неопределенности. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал и закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. На заседании предлагают внести изменения в некоторые законодательные акты. В наименовании статьи 4 закона подлежит изложению в иной редакции. Кроме того, абзац 1 части 1 статьи 4 закона 31 РЗ действующей редакции в части установления формы заявления о включении в список противоречит вышеуказанным нормам федерального закона. И постановление, в связи с чем данный абзац в указанной части и приложение номер 1 к закону закону Республики Ингушетия подлежат признанным утратившим силу. В Ингушетии по спискам на учете состоят около 1000 детей, 300 из которых круглые сироты. В ближайшее время будет проводиться жеребьевка по 35 квартирам, приобретенным в 2019 году. Как отметила заместитель Министерства образования, чтобы обеспечить их всех жильем, понадобится до 10 лет точно. Поскольку жилье приобретается из средств федерального бюджета, сумма в среднем составляет 30 миллионов рублей в год и позволяет обеспечить жильем до 35 человек. Все документы находятся в Минимуществе на данные квартиры. Они переходят в специализированный жилищный фонд для детей-сирот. Затем эти документы оформляются в Министерстве строительства, и там будет заключен договор социального найма с гражданами, которые приобретают это жилье, соцнайм. В первом чтении депутаты приняли законопроект о градостроительной деятельности в Ингушетии. Он разработан Минстроем Республики с целью исполнения предписания Минэкономразвития России об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности. Проектом закона вносятся изменения в статью 10 Закона Республики Ингушетия о градостроительной деятельности, предусматривающего ее дополнение абзацем следующего содержания. Проект схемы терпланирования 2 и более субъектов Российской Федерации, проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в части их соответствия положениям, утвержденных документом терпланирования Российской Федерации, в том числе в части учета планируемого размещения объектов федерального значения. Парламентарии приняли в окончательном чтении законопроекты о внесении изменений в закон Республики Ингушетия о библиотечном деле и обязательном экземпляре документов, а также о культуре, предоставленные Комитетом по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Также на 68-м заседании рассмотрели ряд законодательных инициатив президента России, Федерального собрания РФ, правительства и законодательных собраний субъектов страны. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве возбуждены в отношении чиновников Министерства образования региона и заместителя гендиректора стройфирмы за предоставление некачественного жилья детям-сиротам. Об этом сообщил прокурор республики Андрей Васильченко во время коллегии в Магасе. Так установлено, что должностными лицами Миноборнауки по 3 госконтрактам на предоставление благоустроенного жилья для обеспечения детей-сирот, заключенным с ООО «Мрия» на 74 миллионов рублей, приняты несоответствующие техническим заданиям – 61 квартира. В ходе проверок было установлено несоответствие приобретенных квартир требованиям жилищного и санитарного законодательства. По материалам прокурорской проверки следователи завели уголовное дело в отношении должностных лиц министерства по части 1 статьи 285 УК, а именно злоупотребление должностными полномочиями. Ну а заместителю гендиректора ООО инкриминируют часть 4 статьи 159 УК России «Мошенничество». Для сагавшинцев жизнь теперь покажется светлей. Многолетняя проблема отсутствия качественной подачи электроэнергии ликвидирована. Здесь, на окраине, установили новый трансформатор. Его мощности хватит на весь населенный пункт. Ну а перед этим сотрудники МРСК полностью заменили старые линии электропередач. Михаил Тангиев с подробностями.
Это, наверное, один из тех немногих случаев, когда шум строительной техники и инструментов не приносит дискомфорт жителям близлежащих домов. Общими усилиями Ингушэнерго, местной администрации и самих сагапшинцев устанавливают новый трансформатор. Это подарок, которого они ждали долгие годы, делятся сельчане. Телевизор диян халдинник сакам бог бежа сейлен хаты диян бот эйн кезик диян хамхул ши ко телевизор дия хисай вахта берж медине ахта занг берди урок диян баштар даут то хауз црос 110 вольт 100 вольт маяца трансформатор вообще брат црос таш обратиться дядр адам го юртяк колешик он ан издяхна шолах дина халбяка хана вопрос решить я ханс трансформатор от тишан гуштей по бог без бог кержлин жая алгосхан. Люди очень часто жаловались, что из-за проблем с электроснабжением бытовая техника постоянно выходит из строя. Но новый трансформатор обязан справиться даже с тяжелой нагрузкой. Энергетики очень тщательно устанавливают электромагнитный аппарат. Специальные стойки, так называемый стол под трансформатором, усиленные трубы толстостенные. Снизу у нас проведены усиленные дополнительные поперечные рейки, чтобы у нас не было перекоса этого стола, чтобы не сдвинулся сверху со стола трансформатор. Чтобы в дома жителей 2 улиц поступало бесперебойное электричество, заменить один только трансформатор недостаточно. Проблема заключалась и в старых линиях электропередач. Именно поэтому здесь были заранее установлены новые столбы по 7 метров и полностью проведены кабели питания. Органы местного самоуправления тесно сотрудничали с руководством филиала МРСК Северного Кавказа на протяжении всего процесса. И как вы сегодня видите, установили полностью трансформатор, установились столбы, провода. Мы делаем программу модернизации всех сетей республики. Это инвестпрограмма Россетей. Она рассчитана до 2024 года. Но мы все самые острые проблемы, самые такие первостепенные задачи, которые надо решить с энергоснабжением, мы их передвинули на более такие ближние сроки. Это 2020-2021 год. И в принципе вот этой программой охвачена вся республика. И я думаю, где-то до конца 2022 года мы сможем значительно улучшить ситуацию с энергоснабжением. В дальнейшем предстоит сопроводительная работа на этом участке. Сотрудники МРСК будут проверять работу напряжения и делать другие необходимые замеры. Ну а пока что местные жители могут смело заявить, праздник света пришел и на их улицу. Трансформатор мощностью 400 киловольт сможет обеспечить стабильным током более 80 домов. Работа по устройству сетей еще предстоит во многих местах. Но для жителей этих 2 улиц проблемы с электроснабжением решены раз и навсегда. Михаил Танги, Ахмед Гандаров, Новости 24. В 2020 году в Казани стартует юбилейный чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Конкурс этот мирового уровня. Участие здесь приравнивается к почти 5 годам профессиональной подготовки. И такой опыт, конечно, бесценен. Но это финальная точка, а пока региональные отборочные этапы. В Ингушетии профессионалы среднего звена поконкурируют с 4 по 7 февраля. Продемонстрируют свои навыки по 16 компетенциям на 7 площадках. Работу уже начали в топливно-энергетическом колледже. Тамара Хашкульгова расскажет об этом. Нарезать кирпич ломтиками так же легко, как сыр. В этом цехе осваивают все нюансы компетенции кирпичная кладка. При себе только мастерок, уровень и, конечно, знания, полученные на парах. Ребята возводят импровизированную стену согласно предложенному заданию. У нас два модуля разной сложности, фасады должны выложить. Вот они первый модуль выкладывают сейчас. И точно так же там второй модуль. Там они должны показать, сделать там различные рисунки, выложить из разного кирпича. Рисунок будет из 3 видов кирпичей по цветам. И сложность в том, что нужно эти кирпичи еще вырезать. Там есть под разными углами, кирпичи нужно вырезать под разными углами. Мы готовимся уже 2 месяца, нам многое объяснили, указали на наши ошибки.
Кажется, именно про таких, как эти ребята, говорят мастера на все руки. И действительно, для будущих участников WorldSkills нет ничего невозможного. Собрать действующую электроустановку и создать программу управления реле согласно алгоритму. Для Амины Пугоевой проще простого. Она единственная девочка в группе. Уже 3-й год осваивает непростую профессию электромонтажа. Вот само здание WorldSkills, мы к нему тщательно готовимся, уже 3 месяца мы к нему готовимся. И оно состоит всего из 3 пунктов. 3 задания там. Это освещение, подключение электродвигателя и программирование. Вот, освещение и вот эта вот установка тоже была в задании. Мы уже все установили, по уровню все закончили. Освещение тоже я уже закончила. Теперь я приступила к подключению электродвигателя. Я сегодня его закончу, я так думаю. И завтра уже программирование. Мы их программируем через компьютер. Профессия занимала ее с раннего детства. Главным вдохновителем был папа, который работает в электроэнергетике. Он поддержал выбор дочери, и Амина решила доказать на практике, что в этой компетенции есть место и слабому полу. Я постоянно комплексовала из-за того, что, может, это мужская профессия, может, не женская, но меня папа поддержал. Когда я сюда поступила, и руководство колледжа тоже меня поддержало, моя группа, друзья, я поборола себе этот комплекс. Я начала заниматься тем, что мне нравится, и вообще об этом не беспокоилась. Я даже скажу вам, что некоторые девушки уже тоже хотят поступить на эту профессию, я им открыла путь. Таких площадок по различным компетенциям на базе колледжа 6. В этом году добавились цеха малярных и декоративных работ, а также сухого строительства и штукатурных работ. А значит, студенты этих профессий будут участвовать в чемпионате WorldSkills впервые. К слову, будущие штукатуры начали готовиться к Олимпиаде еще в ноябре прошлого года, чтобы быть во всеоружии. Первое задание – создать конструкцию и обшить ее гипсом. На это дается 8 часов. Второе задание – поставить углы и отшпаклевать. На это 4 часа. Третье задание – прикрепить лестницу за 2 часа. Вот и вся работа. WorldSkills – это ежегодные соревнования, или, проще говоря, конкурс рабочих профессий, в которых принимают участие студенты СУЗов. В этом году в нашем регионе заявлено 16 компетенций. Большим стимулом для молодых наших студентов явилось то, что на мировом чемпионате, проходившем в прошлом году в Казани, 2 ингуша заняли первые места. Это Тачиев Имран и Гитагазов. Сейчас большой энтузиазм, большое стремление, осознание того, что это такое у студентов появилось. Например, мы выбираем по 5 конкурсантов, у нас отбоя нету. То есть каждый хочет показать себя, поучаствовать. Ингушетия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. И с тех пор каждый год республика становится площадкой для отбора участников со всей страны на национальное первенство. От топливно-энергетического колледжа в этом году в чемпионате примут участие порядка 30 студентов. Соревнования охватят практически все СУЗы Ингушетии. Региональные чемпионаты будут проходить на нашей базе. По другим площадкам других колледжей все готово. На отборочных соревнованиях доказывает, что они лучше знают эту профессию, что они ее осознанно выбрали и выбрали на всю жизнь. Поэтому те студенты, которые получают призовые места на отборочных и всероссийских, они попадают в золотую книгу мастерства. Эти специалисты в 64 странах имеют право работать. Этот стандарт WorldSkills, он принят в этих странах. Узнать, кто лучше всех красит стены, ремонтирует машины, спасает людей или разрабатывает мобильные приложения, можно будет уже совсем скоро. Региональный этап чемпионата WorldSkills стартует уже 4 февраля. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Около 300 военнослужащих соединения Южного военного округа вернулись в Ингушетию после длительного и успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Миротворческая миссия военных полицейских из Ингушетии шла на протяжении 3 месяцев. Охраняя важные объекты, группировки российских войск, они обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, а также организовывали сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн. Выполнив успешно миссию, военнослужащие вернулись в Россию без потерь.
Еще совсем недавно термин «бесконтактных продаж» был связан исключительно с интернет-реализацией. Сейчас к устоявшемуся выражению добавился еще один смысл – торговля на доверии. Дело обоюдно полезное как для предпринимателя, так и для потребителя. После такой покупки, как уже отмечают многие жители, помимо материальной выгоды, чувствуешь и моральное удовлетворение. Ирина Цичоева в этом убедилась. Здесь нет видеокамер, продавца и кассового аппарата. Вместо него вот такой импровизированный ящик. Зато есть полное доверие к покупателям и экологически чистая продукция. Вот такой интересный бесконтактный способ обслуживания клиентов в последнее время в Ингушетии набирает обороты. Еще один продавец доверился окружающим и выставил свой мед на продажу. Это деревянный магазинчик, не единственная торговая точка в этой местности. Его уникальность в оригинальном способе реализации товара. Интересная бизнес-идея продавца пришлась по вкусу покупателям. Сам реализатор появляется здесь лишь раз в день, чтобы забрать выручку и пополнить полку новыми банками меда. Всю остальную работу выполняет железная коробка и честность приезжающих и желающих приобрести здесь сладкое лакомство. Магомед Тумгоев такие ящики доверия видит не первый раз. Мужчина считает, что такой метод продажи очень удобен, без очередей и ожидания на кассах. Я много видел в нашей республике таких коробок и магазинов без продавца. Это удобно для покупателей, это говорит о доверии продавца. Согласитесь, ведь любой может взять и унести товар, не оплатив его. Радует, что таких людей мало среди нас. Магазины без продавцов чаще всего встретишь в сельских районах или небольших городах. В крупных мегаполисах рассчитывать на совесть многих покупателей не приходится. Продают таким интересным способом одежду, изготовленную из шерсти и хлопка, пуховые платки и домашний мед. Илья Скорохоев с таким способом продажи еще не сталкивался. Мужчина признается, проехал в магазинчик несколько раз ввиду отсутствия продавца. Я только сейчас увидел такие коробки, похожие на кассы. Я купил мед, бросил деньги в коробку. Приятно, что продавец доверился людям. Если бы он сам не был порядочным и честным, он бы не доверял людям. Спасибо ему большое за это. Он показывает свое уважение к окружающим. Идея реализации товара бесконтактным способом появилась в сельском поселении Галашки. Жители здесь начали продавать дрова проезжающим гостям и жителям республики. В Жиравском районе они очень востребованы, особенно в сезон отдыха. Вдоль дорог выставляют самые разные кассы-коробки – деревянные, пластмассовые, железные и даже бумажные. Как отмечают все реализаторы таких бизнес-идей, еще ни один покупатель не уехал без оплаты. Они доверились людям, и те не подвели. Ирина Цичоева, Адам Далаков, Новости 24. Школьники и студенты будут обучаться и трудиться в сфере агропромышленного комплекса на дефицитные для региона профессии. Соответствующую работу намерен начать в 2020 году Минсельхозрегиона. Обучать молодых людей не представляется трудным, тем более, что в республике есть агрономический факультет в НГУ и агрономический техникум. Набор студентов туда довольно слабый, и после окончания обучения выпускники редко выходят работать по специальности. Также Минсельхозрегиона поделился планами провести цикл бесед со студентами и обогатить их представление о преимуществах такой работы. Следует напомнить, что 22 января текущего года глава региона Махмуд Али Калиматов в ходе посещения крестьянско-фермерских хозяйств республики отметил нехватку специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов. Для решения этой проблемы власти намерены с 2021 года отправлять молодых людей за пределы республики для обучения. 11 дел возбуждено по факту нарушения закона о рекламе, 140 жалоб рассмотрено в сфере государственных заказов. Сегодня в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии подвели итоги деятельности за 2019 год. Здесь же была озвучена информация о нашумевшем деле в отношении Минприроды. Об этом и о планах ведомства на текущий период расскажет наш корреспондент. За последние годы статистика ФАС России показывает, что основным нарушителем конкурентных норм закона являются органы власти. За отчетный период выдано 34 предупреждения органам власти и муниципальных образований. Из них 20 исполнены в срок, остальные только на стадии исполнения. В 2019 году выдано 40 предупреждений и одно предостережение по признакам нарушения требования 135 федерального закона. Нами было выдано одно предупреждение по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции ООО «Газпром» Межрегионгаз «Назрань». Это злоупотребление доминирующим положением. О нарушении закона о защите конкуренции было вынесено 118 постановлений с общей суммой штрафа более 8,5 миллионов рублей. Также в прошлом году ингушским ФАС было возбуждено и рассмотрено 11 дел по нарушениям федерального закона о рекламе. В основном нарушения закона о рекламе касались нарушения
оказания медицинских услуг и также рассылки СМС-рассылок без предварительного уведомления, без предварительного получения согласия абонента. По результатам рассмотрения дела согласно принятым решениями по статье 14.13 КоАП РФ нами было возбуждено 6 административных дел и привлечены виновные лица к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 504 тысячи рублей. В сфере государственных заказов рассмотрено 140 жалоб. При рассмотрении выявлено более 300 нарушений. В отношении должностных лиц, заказчиков и членов конкурсных, аукционных, котировочных комиссий было возбуждено 387 дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,5 миллионов рублей. 4,5 из них уже уплачено. Было проведено 2 внеплановые проверки, были выявлены нарушения, составлено 25 административок. В 2019 году было проведено 19 внеплановых проверок совместно с правоохранительными органами. В ходе проверочного мероприятия было выявлено более 350 нарушений. На пресс-конференции прозвучала информация и о нашумевшем деле в отношении Минприроды, по которому возбуждено 4 дела. Специалистами в сфере антимонопольного законодательства выявлены признаки нарушения при размещении заказов и проведении процедуры торгов на сайте, а также нарушение права на заключение договора. В соответствии с законодательством информация о проведении торгов должна быть размещена до начала процедуры торгов. В данном случае все было совсем по-другому. Мы находимся на стадии рассмотрения этого дела. Мы возбудили 4 дела в отношении Министерства природы и 4 участников. Там 2 ИП и 2 ООО было. Сговор не в том, чтобы продали этот лес, а сговор и наши претензии в чем? В том, что заявки были отправлены с одного IP-адреса. В том, что заявки готовило, по нашему мнению, на сегодняшний день одно и то же лицо. В том, что на сайте торги.gov.ru эта закупка была спрятана, в том, что ее там не было. В том, что 4 участника четко распределили между собой 4 лота. Это все привело к тому, что начальная цена контракта 400 тысяч рублей, она осталась на одном месте. То есть никто никому не мешал. Все торги были распределены заранее в сговоре с Министерством природных ресурсов республики. На текущий год управление ставит себе уже новые цели для сокращения нарушений антимонопольного законодательства. И первое – это наладить тесное взаимодействие с органами власти и местного самоуправления. Проводить с ними обучающие семинары, совещания и круглые столы. Так как большинство нарушений были из-за низкой компетенции специалистов. Многие нарушали правила торгов по незнанию. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24. 12 дивизий, 160 тысяч человек, 2200 орудий и минометов, 400 танков, 454 самолета. Такой она была – битва под Сталинградом. Победа советских войск на Волге стала решающим событием, которое изменило весь ход Великой Отечественной войны. Этой теме посвятили выставку в Краеведческом музее. Сегодня состоялось открытие, на нем присутствовала наш корреспондент Хава Гагиева. В 1987 году, 18 июня, холода. Говорить с гордостью о своем отце Башир Дудургов имеет полное право. Ахмед Дудургов – участник Великой Отечественной войны. В 1941 году, когда началась война, мужчина записался в добровольцы и попросился на фронт. Однако был отправлен в Тбилиси в артиллерийское училище, где прошел ускоренный курс. Здесь он вскоре получил звание младшего лейтенанта, после чего отправился выполнять задуманное – сражаться за родину. До Сталинградской битвы, до Сталинграда, он и в Ростовской области, и на Украине, везде все эти фронты проходил. И в конец он попал где-то в 1943 году, в конце 1943-го, на Сталинградскую битву. И в начале, нет, в конце 1943-го, примерно в октябре, в ноябре, его назначают командиром полка 203-го артиллерийского полка, входящий в состав Западного фронта, будучи капитаном. Отличался своей смелостью, молодой, энергичный, рвался в бой, как обычно это делают на душе, не боясь ни смерти, ни боли. Сталинградская битва, в которой он принял активное участие, была переломным моментом в ходе всей войны. Именно тогда фашисты потеряли стратегическую инициативу. Ахмед Дудургов среди друзей славился удивительной смекалкой, которая не раз помогала ему во время войны. Они форсировали Дон, когда они шли в сторону Сталинграда, и лед провалился, и один расчет. Расчет – это значит пушка, солдаты, которые обслуживают его, наводящие, стрелки, еще. Полный расчет провалился под лед. Отец не растерялся,
У них тогда были связки, гранатовые связки, несколько гранат связывали против танков, которые бросали, на танки, что бросали. Пробежал вперед, Дон-то тихо идет, бросил на лед эту гранату, разорвал лед, весь расчет живым вышел, правда мокрыми, а вот пушка утонула. В музее краеведения сегодня как никогда многолюдно и шумно. Выставка, посвященная разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, собрала немало людей. Каждый мог поделиться историей своих отцов или просто подискутировать. А те, кто занимается реконструкцией эпизода Великой битвы, вслушиваются в каждое слово и пытаются сохранить эту живую историю до мельчайших деталей. Ведь именно с их помощью восстановлено немало страниц Великого сражения, которых по разным причинам не было в архивах. Сегодня на нашей выставке тут присутствовали родственники этих участников, а также жители нашей республики. И мы от них узнали много интересного, то, что мы не знали. И сегодня к нам поступили от них новые фотографии и новые имена мы узнали с их слов. Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армии Сталинградского фронта встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у Сталинграда шли ожесточенные бои. Около сотни человек, наши земляки, героически погибшие в битве на Волге, отличили своей отвагой и мужеством. При том, что на фронте было очень тяжелое материально-техническое снабжение. Он говорил, что у него была английская шинель, она была хуже наших, тоньше и холоднее. И видел дохлых лошадей, как и люди кушали, людям не хватало еды, солдатам не хватало много чего. И он в воспоминании этих часто говорил, что трудно мы выиграли эту войну, очень тяжело. Цена этой победы очень дорогая. Среди десятков воспоминаний, рассказанных на выставке, не нашлось описания радости от победы в кровопролитной битве и у родных Джабраила Гадаборшева. Ветерана уже нет живых, однако память о нем хранится. Дачи дуахаш дайхич чичи шилхи дехтер тон элер да цабаташ олиш дуахкерцен да сант элч зоарц дайхич дачи дехки шилхи дехтер тон ах ю шилч аре дехи ор дайхи дехтер тон ор Подобные выставки не остаются без внимания жителей Ингушетии, которые уверены, что история своей страны и республики нужно знать каждому, от мала до велика. Там на выставке не смотрю, что музей Вуаруса неделю раз хотя бы. А там не свой радует. Тем нех дизель без абсолютно. То музей не работает, а Бог Бахарберди. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сражение, которое продолжалось 200 дней и ночей, стало переломным во Второй мировой войне. Великое противостояние Красной армии и вермахта на берегах Волги, не имевшее равных по своему накалу и ожесточению, кардинально изменило ход истории войны. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. В Малгобеке в физкультурно-оздоровительном комплексе прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей в 10 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие более полусотни спортсменов. Это отличная возможность попасть в сборную и выйти на чемпионат Северокавказского федерального округа. Подробности у Идриса Ижиева. На ковре встретились борцы весовой категории 68 килограммов. Борец в синем трико Магомед Жандаров фаворит не только встречи, но и всего турнира. С первых секунд Магомед идет вперед, в надежде быстро завершить встречу. Захватив инициативу, борец в синем полностью контролирует поединок. Бескомпромиссная доминация дает свой результат. После блестящего приема борец в синем все же забирает победу. Хорошее начало для Магомеда. Первая схватка – это всегда самая тяжелая схватка. Если выигрываешь первую схватку, то нормально чувствуешь. Если проиграешь, то уже домой. Соперник неплохой, конечно, нормально. Но схватку прошел, как я рассчитывал. Если победу на СКФО, потом, если выиграю допуск на чемпионат России, потом мир и Европа.
Другой не менее сильный борец уже провел свою первую схватку. Мухарбек Барахоев подготовился к турниру основательно. Победа сегодня позволит Мухарбеку отправиться на чемпионат СКФО. Но для начала нужно выиграть все схватки сегодня. Удачно сложилась первая схватка. Всегда дает уверенность на следующие схватки. Чтобы, человек бывает еще увереннее на все схватки. Только что прошла первая схватка, я выиграл с явным преимуществом. Сейчас еще надо 3 схватки выиграть, чтобы выиграть республиканский турнир. ФОК практически заполнен. Многие любители борьбы пришли на турнир, чтобы понаблюдать за зрелищными схватками. Среди зрителей также и заслуженный тренер России Султан Батыров. Турнир очень важен, ведь по итогу будет формироваться сборная Ингушетии. محمد إجديون صار صحم حقوق مكتون سفيران أوك جوام يسير كوكاس فيران أوكرجي حقوق بيعش كيتش ديونا ورشي كوت والر دخاس أزول جواه سردمان خود دخاس ديون حقوق بولو دكبير ديادو وز دكينا بوز ديون. На турнире собрались лучшие вольники со всей Ингушетии. Конкуренция большая, ведь на кону очень многое. Соревнование организовано на должном уровне. Все проходит в рамках регламента, а схватки судят рефери высшей категории. Есть хорошие участники, победители, призеры несколько международных турниров, СКФО. И целостность, все нормально, все хорошо у нас. И судьи у нас, судьи российской категории, международной категории. По итогу турнира победители и призеры будут награждены медалями и грамотами. Но самая главная награда – это возможность представлять республику на международной арене. Идрис Ижиев, Магомед Гандаров, Новости 24. МЧС информирует, в связи с аварией на линии вызовы на номера 103, 03, 112 не принимаются. Для вызова скорой помощи просьба обращаться по следующим телефонам: 8 928 747 50 84 и 8 928 918 04 12. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.